Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что вас неожиданно обрадует. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим на вашу будущую радость. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть радость. Какая радость вас ждет? Итак, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, сразу нам показано, что вы что-то найдете. Найдете то, что вас действительно истинно порадует. Может быть, вы найдете свою вещь, которую считали без вести пропавшей, да, раз и навсегда, все, больше никогда не будет, больше никогда не увижу. И тут вы находите. У других отыграется, что вы что-то случайно, может быть, на улице, где-то там в транспорте, в парке, в общественном месте что-то найдете, что-то хорошее найдете. Вот то, что подарит вам радость. Находка идет, важная находка для вас. Прям впечатление на целую неделю, а может быть и больше, и дольше. Прям приятно-приятно вам будет. Но если свою вещь найдете, прям от сердца отляжет, да, может быть, вы думали, что кто-то украл, забрал, похитил. Вещь найдется, и вы радость испытаете. Дальше радостное событие от какого-то времяпрепровождения вдвоем. Вот с кем-то вы вдвоем будете, как будто бы на облачках летаете. Хорошо проведете вместе время, поговорите, о чем хотели. Очень будет все мило, романтично и приятно. Если пойдете на свидание, но точно не пожалеете. Либо если любимый человек устроит вам романтик, ну такое предложение, да, давай побудем наедине, не отказывайтесь, вам будет очень здорово и очень приятно. Так, еще одного человека показывают, у которого блок. Человек не может к вам подойти, либо человеку кто-то запрещает к вам подходить. Этот человек, возможно, вас пугал, либо чем-то беспокоил, может быть, лез навязчиво в вашу жизнь, чего-то от вас хотел, добивался. А теперь, видите, над человеком блок, человек не может к вам подойти, лишь только издалека может за вами наблюдать. Этот человек от вас отстанет во всех смыслах слова, подходить к вам больше не будет. И, конечно, вы радость испытаете от того, что этого человека нет в вашей жизни, да? Человек больше ничем вам там не угрожает, не пристает и не преследует вас. Прям хорошее событие. К сожалению, я не могу сказать, кто запретит этому человеку подходить. Может быть, кто-то из ваших родственников, может быть, близкий человек, может быть, кто-то из правоохранительных органов. Но то, что блок над этим человеком, и этот человек ничего не может поделать, это 100%. Больше вас не потревожит, больше к вам не подойдет. Так, с правой стороны. Вижу вас и ваш успех. Вы в своем деле, либо в своем, не знаю, хобби, занятии, вы успеха добьетесь. Причем успех очень яркий, и об этом будут люди громко говорить. Это не то, что вы сами там себе порадовались и дальше по жизни пошли. Нет, здесь будут очевидцы, здесь будут свидетели. И люди будут вас хвалить, восхвалять, друг другу о вас рассказывать. Если вы ведете, например, тот же банальный ТикТок, либо какие-то социальные сети, то большое количество подписчиков, хороших, светлых людей, которые действительно будут восхищаться тем, что вы делаете, либо именно вашей персоной восхищаться, да, тем, какой вы человек. Ну, а если вы сейчас заняты каким-то проектом, да, у вас какая-то работа серьезная, ответственная, вижу, что все это успехом закончится, очень положительно. Вы и имя свое прославите, и опять же, добьетесь того, чего хотели, и даже лучше. Но люди точно о вас будут говорить.
не только за вашей спиной, но и вам глаза, да, будут говорить, что вы умничка, что вы молодец. Добиться успеха, добиться своего, добиться самого лучшего, превосходного результата. У вас это получится. Дальше. Радость благодаря действиям мужчины. Здесь мужчина за какое-то действие берется, либо что-то начинает делать. А вы смотрите, глазам поверить не можете, и сердце радуется. Думаете, ну как же так? Неужели? Неужели мужчина взялся за голову? Неужели мужчина там начал работать, либо взялся за обещанное? Прям будете так на цыпочках ходить, чтобы не спугнуть. Вдруг он там испугается и откажется. Прям приятно-приятно будет. Но мне почему-то кажется, что мужчина что-то делать начинает, вот как работу, либо, может быть, обещал вам долго что-то поремонтировать, починить. И вот он берется, да, сам, вы его не заставляете, он сам берется, начинает делать. И вы такая, глазам поверить не могу, ну надо же, какое счастье, какая радость. Неужели ты делаешь, выполняешь там свое обещание, допустим. Дальше 2 человека очень сильно разругаются между собой. 2 очень негативных человека, вот когда они были вместе, они были силой, а когда они порознь, получается, да, они никто. Вижу, что эти 2 человека очень сильно разругаются, между ними большой такой крест стоит, то есть это уже раз и навсегда. Больше никогда не подружатся, либо больше никогда не будут вместе. 2 негативных человека потеряют и свое влияние, и свою силу, и свой авторитет, и вообще превратятся в ничто. Вас это очень позабавит, и опять же, когда эти люди ругаются, для вас какие-то возможности открываются. Да, что-то хорошее произойдет, когда эти 2 неприятных поругаются между собой. Ну, либо вы какую-то выгоду получите из их конфликта. Так, ну какого-то человека на вас глаза откроются. Человек с вами был то ли несправедлив, то ли по отношению к вам был неправ, то ли, ну вот как-то не мог вас рассмотреть, допустим. Да, вижу, что у человека на вас глаза открываются. Вы все разные. Если этот человек вам нравился, был симпатичен, то здесь вот четко показано, что человек тоже к вам начнет испытывать такие же чувства, там, симпатию, интерес, желание там, лучше, ближе узнать. Ну, а если этот человек, например, с вами был связан как-то по рабочим вопросам, либо там по соседству, может быть, как-то вы конфликтовали, либо отношения были достаточно там жесткие, вижу, что человек сдобрится в вашу сторону и, знаете, как пойдет на контакт, да, совершенно по-другому будет к вам относиться, поймет, что вы нормальный, адекватный, добрый, положительный, там, ответственный, профессиональный человек. Да, и, соответственно, будет к вам так относиться. Но вам будет приятно. Приятно, что человек наконец-таки вас рассмотрел. И наконец-таки ситуация между вами меняется в лучшую сторону. Так, здесь очень хороший разговор у вас состоится. Разговор, который зажжет в вашем сердце надежду. Опять же, вы все разные. Кто-то будет говорить со своим партнером, с человеком, который вам там нравится, симпатичен, вы влюблены в этого человека. А у других может быть разговор с начальником. Начальник вам там перспективы нарисует, скажет, ну вот я вижу, как ты работаешь, у нас там будет реорганизация, либо мы будем расширяться. Вот думаю доверить тебе там какую-то хорошую там должность, да, либо должность руководителя. Надежда в сердце, хороший разговор, приятный, теплый, настроение позитивное вам обеспечено в долгую. Прям будете ходить, вспоминать, прокручивать этот разговор в голове, и прям тепло будет разливаться по вашему телу. Прям очень понравится вам этот разговор. А самое интересное, что вы разговора этого не ждете, вы на него не надеетесь, вы даже об этом не мечтаете. И тут такое прекрасное услышите. Прям приятно-приятно будет. Дальше цифра 22. Обещают вам радость и везение. Вы все разные. Трактуйте по-своему, либо опирайтесь на цифру 22. Вот этот номер, он для вас прям такой счастливый, везучий, радость обещает. 22, цифра 22, либо 2 двойки подряд. Хорошие цифры для вас. Так, я еще вижу человека, который над вами зонтик открывает. Ну, либо предлагает вам открыть зонтик. Зонтик — это защита. То есть человек берет вас под защиту, либо обещает, что вот я тебя буду защищать, либо если хочешь, я всегда готов тебя защитить. Может быть, вам и не нужна эта защита, но само предложение будет очень-очень приятным. Смотрите, для женщины предлагает женщина, для мужчины предлагает мужчина.
вот защиту, поддержку предлагает. Будет очень приятно. Вы не просите, вы ни с кем ни о чем таком не говорите, а человек сам проявляет инициативу. Так, и еще с левой стороны. Вас куда-то позовут. Позовут в хорошее, приятное место. Место, ну вот, где собираются друзья, где собираются очень такие добрые, открытые, позитивные люди. Там то ли какой-то вечер будет, то ли какое-то мероприятие, но вам там точно понравится. Вы там душой согреетесь. Не могу сказать, что вы там будете делать, либо что там с вами будут делать, но душой вы точно согреетесь. Вообще почувствуете, что вы не одна, что вы не один. Прям такая атмосфера приятная, расслабляющая, и даже какая-то беззаботность чувствуется. Да? Можно настолько расслабиться, ни о чем не думать и просто получать удовольствие. Да, вас в это место позовут, пригласят. Дальше вижу, что будете радоваться за своих родственников, либо за своих детей. Успехом их будете радоваться, либо каким-то достижением. С вами делятся своим хорошим, позитивным, и вы этому действительно радуетесь. Там, не завидуете, не паникуете, а именно радуетесь. Какая-то быстрая поездка со смыслом, с толком, с расстановкой. Куда-то вам по судьбе либо быстро добраться, либо быстро куда-то съездить, либо вопрос поездки очень быстро и благополучно для вас решится. Не успеете, грубо говоря, прийти в себя, уже все случилось, все свершилось. Очень много позитивных эмоций вижу. Так, а здесь человек получает удовольствие от каких-то покупок. Может быть, что-то желанное, да, вы что-то давно хотели приобрести, но не могли, там денег не хватало, либо в наличии не было, там предложений не было. То ли вы так удачненько куда-то зайдете, где будут скидочки, где будет большой широкий ассортимент, и вы так прям приобретете себе покупочек, может даже близким приобретете, и будете этому очень-очень сильно радоваться. Прям приятный момент. Дальше, мои хорошие, здесь вам удастся с кем-то договориться. Причем договориться как-то легко, по-хорошему, без особого напряжения. То ли вы человека в хорошем расположении духа застанете, то ли человек тоже думал, как и вы. Прям все легко произойдет, легко и быстро. Причем вы настраиваетесь на долгую борьбу, на там, слова какие-то подбираете, да? Сценарий в голове проигрываете. Все случится гораздо быстро. Вы подойдете, вы скажете человеку: окей, я согласен, либо будет по-твоему. И вы такая: что? И все? Так легко, так просто. Да, очень быстро решится все. И договоренность очень славно идет. Вы зря будете бояться, либо зря будете переживать. Человек пойдет вам навстречу. Так, а здесь вы кого-то прям свалили. Свалили, завалили. На ком-то прям прыгаете. Ну, победа. Победа доказать свою правоту. Либо отстоять свою точку зрения. Ну, либо дать отпор кому-то наглому, кто уже все берега попутал. Да, с вами лучше не связываться, но эта победа прям совсем легкая будет. Либо человек сам себя переоценил, да, думал, что вот это я ж могу, а кажется, что ничего не может. То ли вы, знаете, как в душе лев, и с вами сложно спорить. Как-то быстро вы победите этого человека, и прямо на этом человеке прыгаете, празднуете свою победу. Так, в венце нам рыбку показывают, рыбка к вам заплывет. Рыбка — это денежка. Рыбка очень, кстати, необычная, интересная, не маленькая. И приятная, да, приятная. Ее ловить не надо, она сама к вам плывет. Она знает, что делает, она знает, кому плыть. Денежку получите. И также в венце нам показано какое-то письмо. Как письмо получите, либо какой-то документ получите. В руках держать будете. Что-то хорошее там будет написано. Либо какое-то выгодное предложение, либо, ну вот, не знаю, что-то вам позволяют, разрешают, либо у вас какие-то полномочия появляются. Прям приятно будет, очень-очень будет приятно. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.